Всем привет! Вот я на велосипедах преодолеваю 23 километра. Одна дорога от дома до Сторожевска. И обратно буду тоже преодолевать на велосипедах. Тоже также 20 километров. Но общая будет до 50 километров. Представляете? Вот, конечно, знак, написано Большулок 21. Сейчас будем переходить на другой берег, дорогу, пешеходную дорогу на зебре. Сторожевск. Вот я побывал только что. А сейчас будем обратно путь домой. Знаете, я, конечно, так делаю хотя бы раз в год. Один год так неожиданно, чтобы могу, конечно, испытать по возрасту. 47 лет, конечно, мне исполнилось. Ну и что сказать, сейчас будем обратно путь от Сторожевска. Вот знак, конечно, стоит. Ушлом вот туда, Сыктывкар, туда 93 километра. На этом месте до Сыктывкара 93. Но на велосипедах, конечно, если было спортивный горный велосипед, хотя бы, конечно, электровело, горный велосипед, можно, конечно, испытать до Сыктывкара. Но это, конечно, длинная дорога, очень длинная. А сейчас будем домой. Всем, конечно, было, может, приятно смотреть. Ну и вам скажу, конечно, дорога не очень. Вот видите, разбитая дорога. Везде трещина, везде ямы. Ну, конечно, дорогу сделали, но не совсем. Ну, я вам скажу, конечно, простой велосипедах все-таки едешь 20 километров, не торопя, не надо торопиться, но дорога разбитая, вот за это и не очень едешь, крутишь педаль, везде ямы, везде трещина, и это еще мелкие камни, они острые, как игла, можешь пробить колесо, можешь, видите, обочинах. Вот смотрите, тут мелкие камни, и вот за это может проколоть камеру. Бывает. С собой, конечно, всегда надо взять запасная камера. На всякий случай, такие дальние путь, именно кто путешествует, вот туристы на велосипедах побывают 1000 километров. Это тоже вот, всем, конечно, скажу, надо иметь запас камера, инструмент немножко, нужные инструменты, очень даже, и насос ручная обязательно. Вот. Ну и с собой всегда надо на всякий случай воду набрать. Воду, чистая вода, священная, святая вода надо всегда с собой. Телефон
именно очень даже нужен. А сейчас будем обратно путь домой. Еще 20 километров надо мне до дома. И скажу вам вопрос. Я, конечно, не маленький, не старый, но 47 лет можно еще больше испытать, больше километров. Можно преодолевать даже до 100 километров, хотя бы. Потом бесперерывный, 100 километров бесперерывный. И потом можно отдохнуть, чай попить. И снова. Сегодня 23 июня 2025 года. Я, конечно, испытываю свои вот так вот. Итак, друзья, конечно, признаюсь, я, что за 47 лет исполнилось в этом году, ну то есть в прошлом году в ноябре. Ну и в этом году, конечно, 48 будет, в этом году, 25-го года. Но, знаете, хотя бы не только раз в жизни
преодолевать дальний путь на велосипедах. Не только простые велосипедах, надо иметь спортивные, многоскоростной и иметь, конечно, более-менее преодолеваешь дальний путь по асфальту, а не грунтовой дорогой. А кто путешествует, конечно, в главных дорогах очень много машин ездят. Некоторые машины не обгоняют, которые в правильное направление едем, конечно, да, в правые стороны. А если в левые стороны против дороги едешь на велосипедах, то они, конечно, они все равно немножко в сторону обгоняют, но мне придется все равно на обочинах, если против дороги. А если вот на этом дороге правой стороны правильный путь, то я не вижу сзади, но иметь, конечно, зеркальное боковые зеркала иметь надо, конечно, очень надо. Некоторые машины не успеют обгонять, даже слепые даже не видят, если какой даже костюм одетая. Если яркая, то они должны дальней видимость. А если темный костюм и без отражателя, то могут сбить. Могут. Они потому что слепые и большие КАМАЗы, вот, например, лесовозы, самосвалы, вот тоже вот не очень. Они тоже слепые. Это, во-первых, это, конечно, всем предупреждение. Хотя бы надо в велосипедах боковые зеркала, отражатель иметь яркие, чтобы водителям ослеп хотя бы днем, а не ночью. Ну и, дорогие друзья, конечно, дорого, конечно, не хорошо. Нехорошо. Видите? Некачественно. Вообще не нравится, вот когда едешь, вот такие ямчики, трещина. Очень даже. Камни. Острые камни. Мелкие камни на дорогах. Тоже надо соблюдать, чтобы не проехать на колесах, чтобы не пробила камера. Вот это мне очень не нравится. Вообще не нравится. Вообще очень даже дорожников надо наказывать, что камней очень много на дорогах. И даже если машина едет против, ну, встречной, да, может тебе попасть камень. Может, бывает такие, попадает. Вот бывает такие вот машины ездят встречные оба, и вдруг камень на лобовое стекло. Бывает. А если нам попадет куда-нибудь, хотя бы мне лицо или куда, это, я думаю, это больно все равно будет. Если особенно глаза, ой-ой-ой, это будет больно. Травма 100%. Ну что, давайте дальше. Мне осталось, конечно, не очень мало до дома.
Но все-таки надо преодолевать. Крутить, крутить, педаль. Дорогие друзья, вот на этом дорога, постоянно вот на этом, видите, смотрите аккуратно. Где-то, не знаю, может 50 метров, может больше. Тут на этом дорогах очень даже сильно вибрует вибрация. Любой техника, любой легковой, грузовой. Тут едешь, как вибрация, сильно вибрует. Видите? И тут уже, знаете, асфальт уже сложено, вот видите. Но надо, конечно, асфальт полностью новый асфальтировать надо полностью, потому что на этом дорогах очень даже сильно вибрация. Ну и, дорогие друзья, я уже, конечно, полпути проехал, где-то 10 километров, даже больше, а до дома осталось еще 10 километров, но где-то так, может и меньше. Вам, конечно, не видно такое расстояние, ровно, прямая дорога, ну и не очень асфальт. Вибрация. Просто вибрует техника. Ну вот и я почти уже испытывал свои дальний путь сюда и обратно, от Вылеба до Сторожевска и обратно от Сторожевска до Вылеба. Так что сегодняшний день я проехал сюда и обратно 50 километров. Точнее, скажем, 22, да, 22, 44, да, ну, 45 точнее километров проехал. Но все равно считается, я проехал 50 километров. Это, скажем, вот так. Ну и остановка вот Большулок. Я еще даже прибываю в Большулок, а еще проехать надо в Вылеб около 5 километров отсюда до Вылеба. Ну и я, конечно, не постоянно снимаю, и неудобно снимать. И зачем мне так много длинной съемка? Но хотя бы это снимаю хотя бы раз так, а в следующий раз, если, вот скажем, связь постоянно, такие вот дальний путь, чтобы связь была, можно бы снимать на прямой эфир. Ну и дорога, конечно, не очень. Вот за это и не очень интересно. Везде камни, везде ямы, трещина. Постоянно соблюдать надо на дорогах, что валяется на дорогах. Острые камни, разбитые. А там сюда едет вот на эту дорогу до Нишера. Там уже все-таки новый асфальт, и все-таки можно ехать. Там, наверное, еще
О! А тут уже, ну и будем, конечно, мой фильм заканчивать. Напишите комментарии. Всем удачи, всем пока. Будьте здоровы. До скорого.